Друзья, всем привет! И наконец-то мы собрались на весновку. Весь употел, Ромка меня привез. Вон, вроде бы взял все самые необходимые продукты. Вон, в ведрах, сумки, оружие. 4 ведра получается. Здесь полный кофр. И там еще полный толкач. Загрузился по полной, потому что в лесу все надо, как бы это не цивилизация. Взял на этот раз даже здесь в этом ящике у нас очень хорошая, так скажем, вещь. Это замена электростанции. Мощный аккумулятор емкостью 105 мАч. В общем, приедем в избу, сами все увидим. Это будет и освещение, и зарядка, и взял даже ноутбук. Возможно, при случае, при возможности, если будет время, будем монтировать, так как все для этого есть. Полная загрузка, по весу не взвешивал, но килограмм вместе с патронами, вместе со всеми, ну, килограмм 300-400 есть по-любому, наверное. Вот, все, выезжаем. Не знаю, как будет дорога. Вот, какая каша уже. 2 дня тепла. Сделали свое дело. Очень много снега съело. Очень много воды появилось. Растеклись, разлились ручьи. И наша задача сейчас доехать до избы. И если успеем, сходим в шалаш, посидим в вечернюю зорьку. Погнали. Весновка начинается. Снег не держит от слова совсем. Вон полностью. Вон такие вот. О, по колено ямины бывают. Одел сегодня новые бродни. Каждый год, каждый сезон покупаю новые бродни. И они приходят в негодность прямо в течение этой недели весновки. То порвутся, то проткнутся. Ну что, попробуем? Давай, ураганчик, не подведи. Тяжело тебе будет, я знаю, но мне будет не легче. Все нормально, все работает. Запасной бензин взяли. Поехали. Почему я это не завез по хорошей дороге? Ну, вещи дорогие, вещи нужные, вещи важные. И оставлять их на озере, на болоте, как-то, не дай бог, пропадут. Я же себе этого потом никогда не прощу. Лучше дальше положить, ближе возьмешь. Погнали. Ох ты, ох ты, ох ты, ох ты, ох ты. Как тяжело. Завтра приедет Володя. Сегодня созванивались. Он сказал, что сегодня никак. Сегодня он завезет технику, а завтра уже заедет сам. Так что вдвоем будет веселее. Главное доехать. О! Селяк не держит совсем. Старую буранку пока еще держит. Но тоже очень опасно. Шаг лево, шаг вправо. Одна сторона заваливается. И просто можно упасть на бок. А грузу нагружено очень много. И он просто ложится на бок сразу. Потому что неутоптанная часть валится до земли. Ну ладно. Потихоньку пока едем. Доедем до сложных участков. Сделаем включение. Главное не торопиться. В лесу снега еще очень много. И несмотря вроде бы как на буране след, на самом деле ехать надо очень осторожно. Потому что снег выше колена. И если снегоход завалится, будет проблематично его вытаскивать. Наст не держит совсем. И надо держать строго балансировку, чувствовать, где куда начинает валиться, чтобы потом вырулить вовремя.
выезжали на вечернюю зорьку, но это ерунда, главное доехать. А ехать быстро совсем никак. Вот так вот потихонечку. Вот, вот о чем я и говорил. Во. Видали? Вон. Буранка провалилась. И если бы я вовремя не отреагировал, легли бы на бок. Это спасибо еще, что толкач. Он утаптывает как бы этот мягкий талый снег перед собой. Сантиметров на 10 вот проваливается. И гусянка сзади уже едет по плотному снегу утрамбованному. Я сомневаюсь, что какой-то бы двухлыжный снегоход проехал по такому глубокому снегу, талому, сырому. Там бы одна лыжа завалилась, и все, он бы лежал уже на боку. Там потому что ничего не трамбует. Лыжи по бокам, они бы провалились, гусянка бы куда-нибудь все равно съехала. Все-таки, что ни говори, а толкач самая лучшая техника. Она держит и при пухлом снеге, и вот при таком сыром снеге. Он едет, потихоньку, но едет. С Артемом как-то мы здесь шли 7 часов пешком с рюкзаками. Но, как говорится, лучше плохо ехать, чем хорошо идти. А тут мы довольно-таки комфортно. Ну да, потихонечку. Ну да, осторожно. Но чтоб то не было, мы едем. А не идем пешком. И тащим огромное количество груза. Такое количество груза я бы никогда не взял раньше. Раньше я ходил просто еда, патроны, оружие. Все самое необходимое. И то получалось. Ну, пила, естественно. Получалось рюкзак спереди, рюкзак сзади, и на корыте еще стащили. Аккумулятор бы я сейчас точно не вез, не тащил с собой. Пару свечек и все. Все-таки, что ни говори, техника есть техника. А такая техника, как ураган, это просто палочка-вручалочка. Дай бог сейчас доедем, дай бог нормально порыбачить, поохотиться. Вы еще увидите, как он будет выезжать. Это вообще что-то с чем-то. Ну, кто давно на канале, он уже видел, что мой старый универсал короткий, ураган универсал, тут такое вытворял. Это жесть, просто жесть. При том, что у него реверс был техномастер послабже. Здесь бурановский реверс все-таки получше. О, местами уже проталены. Все еще усугубляется тем, что здесь дорога очень с глубокими канавами. И они наполняются водой. Ну ладно, это мы еще увидим. Главное, мы потихоньку едем. И скоро, очень скоро начнется болото, после которого идут ручьи. И они, скорее всего, уже открыты. И нам придется ехать по воде. Ладно. Увидим. На улице уже темнеет. Так что нашей основной задачей доехать до избы. До самой избы мы, конечно, не доедем. Там ручей. Придется вещи перетаскивать вручную. Но это все ерунда. Вот и первые лужи пошли. И они бывают очень глубокие. И самое опасное это то, что когда вот так ураган на бок ложится, рядом деревья, можно остаться без стекла. Одно стекло я уже поломал прошлый год так. Ну все, как-то вот так вот. Шаг за шагом, поглядывая назад, все на месте вроде как. Заезжаем на Весновку. 26 апреля. Как и когда будем выезжать, это все зависит от погоды.
от перелета уток, ну, от многих факторов, в том числе и от работы. На реке уже ледоход, река Печора тронулась, но местами еще из-за малой воды заторы, в том числе и выше Троицко-Печорская река, сегодня смотрел, еще стоит на 26 апреля, а ниже уже открыто. Так что не сегодня, а завтра пойдет сплошной ледоход. А дней через, ну, грубо говоря, через неделю река очистится. Вот и первая глубокая лужа. Река очистится ото льда, и надо будет уже выходить на работу. Так что долго прожить у нас здесь не получится. Но если что-то будет интересное, придется ездить с перерывами на работу. Пока едем. Так, ну вот, пошли те ручьи, про которые я вам говорил. Они достаточно так глубокие. И колея уже корыта получается. Главное не набрать корыто. В принципе, у меня только там одна сумка, и там в корыте, остальные вещи все в ведрах. Ну, здесь, не считая, пила, чехлы. Нормально. Скоро доедем, дай бог. Может быть, даже успею вечером сходить посмотреть на озеро, как оно открылось там, как что, с разведкой. Ладно. Увидимся. Ну вот, наконец-то мы и приехали. И знаете что? Сейчас выключим зажигание. Закроем кран. Так думаю, ураган еще не скоро пригодится. Знаете что? В общем, подъехал. Здесь вот озеро, здесь болото уже. И где-то здесь, видать, от шума двигателя взлетела кряква, закрякала. Так что утка уже есть. Так, надо какой-то шестик, наверное, взять. Проверять. Что-то палочку какую-то. Так, вон. Пойдет. Пойдет для проверки. Ага. Прошлогодняя палка. Потому что пешни нет смысла. А так она все покажет, где лед, где болото. Одному вообще здесь ходить очень опасно. Ну что теперь? С ранних лет Ромка так вообще из 10-11 лет, наверное, здесь один ходит по болоту, шлепает. Ладно. Прекращаем болтать. Сделаем включение уже на месте. По возможности, как это возможно, попробуем подойти потише. Может быть, получится пройти к палатке, к шалашу, приготовить его на завтра, чтобы завтра утреннюю зорьку уже встретить наготове. Все, молчок. О. Утки. Стоят штук 20. Утка летает, это хорошо. Озеро еще стоит, но край вроде начал таять. На болоте воды нет, но утка летает.
О, еще стайка. 6 штук. Все на болото пикируют. В общем, вчера с Григорьевичем мы еще ездили на рыбалку. На последний лед. Сегодня вон все уже растаяло. Так, озеро еще стоит. Чуть-чуть краешек открылся. Сейчас попробуем. Блин, болото все сухое. Обычно на болоте вода бывает в это время. Так, болото пока промерзшее, это хорошо. Обычно здесь мы ходим уже выше колена вода. О, везде. О, кряпка поднялась. Так, местами. Ага. Все, друзья, в общем, надо готовить место. Озеро начало открываться. Край озера открыт. А это значит, уже сюда есть куда сесть утки. Блин, не верится, что я здесь 5 дней назад еще ездил на буксировщике. Все растаяло за один день. Так. Но здесь уже, наверное, опасно. Может быть, если провалиться. Блин, лучше, конечно, здесь ходить днем. Где-то здесь должен быть перешейчик. О! Блин. Я уже спотел. Опасное болото, конечно. Ну ладно. О! О! Блин. Туда нельзя. Сюда нельзя. Ладно, попробуем. Оп-оп-оп, провалился. Фух. Так. Куда идти, куда податься? Ну вот наш шалаш. Завтра я там буду сидеть. А вот лужи. Завтра уже утка будет сюда садиться. Вот у Вовки шалаш там. Сходить до шалаша, если получится. Своего. Опа. Уже проваливается. Все, буранка уже не держит. Ладно, все. Топаем потихоньку. Надеюсь, куда-нибудь да притопаем. Все под ногами ходит. Все шатается. Все болтается. Где-то здесь тропа есть. Надо тропу найти, и все. Вот. Ну. Вот. Фух. Вышли на край озера. А где переправа, хрен его знает. Все затоплено. Где-то здесь. Лодка у меня там. Обычно я здесь ходил по льду. Сейчас льда нет. Вот что мы не сделали, так это не кинули сюда 2-3 бревна,
чтобы можно было по краю озера здесь перейти. А так вот здесь вытекает ручей, здесь озеро. Нам надо здесь перейти. А как это сделать, хрен его знает. Где-то должна быть тропа. А где она? Вот палка может быть здесь. Блин, как я в шалашу-то пройду? Не, я туда не пойду. Придется ждать Володю. Он накачает лодку и только так. Или днем завтра попробовать. Тут обычно все бывает замерзшее, но вчерашним солнцем все растопило. И как бы очень опасно. О, палка уходит. Ту-та-та. Так, ладно, рисковать не будем. Утро вечером мудренее. О, утки. 3 штуки шелохвости. Ладно, выключаемся пока что. Будем думать, что делать. Ну, здравствуй, избушечка. О! Как с Романом были, так все. Здесь есть никого не было. В общем, растапливаем печку. И, пожалуй, передохнем пару часов. Часа 3, наверное, 4 передохнем. И попробуем. Попробуем на утрянку. Правда, не знаю до шалаша, как я доберусь. Попробуем в обход как-нибудь. Потому что пытался, ничего не получилось. Опасно. По светлому надо будет пройти к палатке. А резиновая лодка у меня там. И потом передвигаться только с помощью резинки. Иначе опасно. Ладно, пойдем перетащим остальные все вещи. Рейса 4, наверное, придется сделать, если не больше. И будем готовиться к ужину. Избушки. Как я давно об этом мечтал, о весновке. Весновка начинается. Сегодня один. Завтра придет Володя, будет веселее. Пошли таскать вещи. Короткое включение. В общем, сделали уже 2 рейса. Перетащили часть вещей. Вон. Это ручей уже проснулся. Вон, как мы видим, журчит полный ход. По приметам, вот когда вот так вот ручей начинает журчать, через неделю должна пойти река Печора. А у нас, получается, река Печора уже идет. Ну, по крайней мере, уже продвижки дала. Не сегодня-завтра. Вот благодаря всем таким ручьям, которые зажурчали благодаря теплой погоде, даст воды, вода поднимется и лед пойдет. И сегодня-завтра будет уже ледоход в полную силу. Тут тоже бывает сложно. Изба на том берегу, он здоровенный ручей. Бывает перейти очень и очень сложно. Но переходим. Ой. Тепло. 3-й день подряд уже тепло. 2 дня, 2 ночи без заморозков. Вот 2 ночи назад был последний заморозок. Градусов 7-8. Все, на этом зима закончилась. Вот мой урагаша. Так вот все поставил, накрыл двигатель корытом. Сейчас возьму еще ведро с продуктами. Там у меня сетки. Ну и здесь вот супец, наверное, возьму. Борщец. Остальное запчасти. Аккумулятор. Так.
Остальное, наверное, завтра. Остальное завтра. На сегодня пока продуктов не хватит. А завтра уже разберемся, что к чему по-светлому. Ну все, давай. Пока-пока, урагаша. Спокойной ночи. Ночи осталось-то пару часов, наверное, уже. Дней через 5, если будет такая погода, здесь уже не будет ни капельки снега, все растает. И выезжать будем уже, скорее всего, по земле, по лужам. Да, если бы не это бревно, не знаю бы, как сейчас переходили. Каждый год по-разному. Иногда бывает воды очень мало. Можно и так переходить. Иногда воды очень много. Также и по болоту. Иногда бывает воды много. В этом году воды практически не было. Высохло. Сейчас немножко воды будет и все. Озеро тоже по-разному. Иногда бывает озеро растает, болота еще нет. В этом году на болоте уже ни снежинки нет. Озеро еще стоит. Все зависит от морозов, от выпавшего снега, от весны с утренниками. Она без утренников, с морозами, с настом, без. Это все играет огромную роль. Ну вот. Вот такой вот Володя сделал холодильничек. Накрыл ветками, чтобы не таяло. Здесь будет рыба, утки, продукты. Скоро все будет. Здесь будет костер. Будет весело. Столик новый сделаем. Старый рухнул вон. Дней 5 точно в нашем распоряжении. Ну вот. Осталось пару рейсов и все. Можно раздеваться, растапливать печь и готовиться к отдыху. Пару часиков отдохнем и поедем. Пойдем, вернее, на болото. Хватит. Сейчас это все хозяйство разгорится. И сверху потом вот такие вот 2 сырые березы закинем, и все будет отлично. Так, даже вот так вот взяла. Нормально. Вот такая вот уютная избушечка. Маленькая, худенькая, земляночка. Но сколько лет она уже греет, и сколько охотников, рыбаков согрела, не пересчитать. Огромное спасибо тем, кто строил ее. Сами хозяева избы уже давным-давно не приходят сюда. Но мы сюда. 2 года не было меня здесь по весне. А так уже где-то около 15 лет. И как можем, я уже в прошлый раз говорил, когда строим были, поддерживаем избушку в жилом состоянии.
Дурочку поменяли. То потолок, то крышу. Так, что у нас по времени? Время уже почти 11 часов. Согрели уточку, сало. Самое главное, вот у нас сегодня что есть. С Чайковским. На открытии весновки вон Валентина Васильевна трубочки с вареной сгущенкой, свеженькие, только чуть не сказал с духовки. Только что она сделала, я их аккуратно привез, но это только оставим по Чайковского. Кушать в принципе не хочу, но чисто символически по стопочке мы с вами, конечно, жахнем. Чисто по одной, даже не по две, а по одной, потому что через пару часов вставать. И надо аккуратно, не знаю как пока еще, но пройти к палатке. Болото растеклось, тропы не видать. Вырублю шест и потихонечку как-то надо добраться до палатки. Там уже накачаю лодку, и с лодкой мы уже не потонем. А так в одного что-то страшновато. Так, ну что, помидорчик еще, наверное, нарезать надо, да? Как вы думаете, хуже не будет? Где у нас нож-то? Вот у нас ножик. Да что такое? Что такое осень? Это небо. Плачущее небо под глазами, под ногами, под глазами. Плачущее небо под ногами. В лужах разлетаются птицы с облаками. Осень недавно с тобой не было. Какая осень? У нас весна, друзья, весна. Наконец-то мы дождались. Самое любимое время года. Правда, оно такое короткое, вот эта весновка, эти ждешь, готовишься, строишь планы, а потом все быстро так бац, день, два, три, максимум 5, и все, надо уже выезжать. Надо поднимать картошку на семена, надо, ну, много чего надо, много работы в деревне, работа на реке, продольники, сети, все такое. Ну, не знаю, хотелось бы, конечно, побыть здесь подольше, посмотрим. По крайней мере, продуктов завезли, аккумулятора, продукты, всего где-то на неделю. Дней 5, надеюсь, мы здесь поживем. Давайте за начало весновки. Это наше, это ваше. Будем здоровы. Да здравствует весновка. Завтра я уже буду завтракать, обедать или ужинать. Не знаю как. Тут все наоборот. Ночью мы не спим, вечером не спим, утром не спим. Спим обычно где-то ложимся, ну, когда как. Часиков в 6 утра до 9, до 10 бывает отдохнем. Как будет в этом году, пока еще не знаю. Время покажет. Так что с открытием весновки будем. Весновка весновкой. Говорят, на рыбалку рыбу нельзя, на охоту утку. Я все делаю наоборот. Вот у меня здесь чижочек и
Что-то чуть больше. Или широконоска. Скорее всего, широконоска. Или связь. Нет. Скорее всего, широконоска. Много раз уже говорил. Повторюсь еще раз. Кто будет писать комментарии типа того, что вот изверги, убийцы, охотники, что жрать нечего, что с магазинов нету. Это, во-первых, не из-за жратвы мы сюда едем. Жрать нам есть что, есть, кушать есть что. Но если скажут купить синюю курицу в магазине, да хоть и синяя, хоть и белая, хоть какая, это курица, выращенная хрен ее знает на чем, на антибиотиках, на комбикормах. Это натурпродукт. Утка растет сама по себе. Природа матушка нас кормит. Природа матушка нас поет. Мы сами часть этой природы. А то, что бьем, бывает не одну-две, а по многу, если повезет, конечно, то весновка короткая, а год-то длинный. Так что надо нам за короткий период заготовить нормально, так чтобы что-то в морозильничек, что-то законсервируем. И, кстати, мы сегодня привезли с собой и замороженную приготовленную утку, и консервы сутки. А то потом, ну, в дальнейшем вы сами увидите, кашку сварим, уточку, консервы туда добавим, перемешаем, вот тебе плов. Вкусно, быстро, полезно. И не надо покупать в магазинах. Я думаю, вопросов больше не будет, почему мы здесь находимся. Это во-первых. Во-вторых, это непередаваемое чувство понимает только тот, который сам живет такой жизнью, который ждет этой весны, охоты, которые сейчас тысячами сидят на болотах, кто-то возле костра, кто-то где-то в избушках, кто-то просто в скротках, кто-то на плотах, кто как не поленился подготовиться, кто больше подготовился, проводит весновку в комфортных условиях. Кто-то выходит на охоту с дому. Мы вот так вот приготовились. Немножко не учли дорогу до палатки. Как-то прошлые года, 2 года назад, тропа была видна. И с помощью шеста мы до плота добирались, до палатки. И ледяная дорожка была, то сейчас ледяной дорожки нет, видать зимой никто не ездил. И тропу найти сложновато. Ну ничего, найдем. Так, ну что, на сегодня все, наверное. Долго не будем базарить. Попьем сейчас чайковского с трубочками, перекусим немножко. И завтра с утра, вернее уже через 2 часа, наверное. Сейчас отсюда точно надо выходить уже, где-то 23. Через 2 часа уже подъем. Я на 1:15 будильник поставил. И будем что-то думать. Если до своей палатки не дойду, попробую до какого-нибудь другого шалаша. Утрянку посижу, а потом попробую или в обход, или что-то здесь, может быть, пару жердей вырублю. Ну, безвыходных ситуаций не бывает. Так что как-то вот так. До завтра. Завтра начинается жизнь. До этого мы так немножко поживали, а завтра начинаем жить полной жизнью. Душа, которая истосковалась по этой жизни, вот по лесной жизни, по охоте, по рыбалке, по всей пробуждению природы, все такое, мы получим все сполна.
все, что ждали в течение года, наконец-то сбывается, наконец-то начинается. Да здравствуйте снова. До завтра.